необычный урок. Гости у нас сидят, да, вы уже все поздоровались. Начинается урок русского языка. Улыбнитесь друг другу. И мне тоже, потому что мне сегодня, как никогда, необходима ваша улыбка. Садитесь, пожалуйста. Откройте тетради, запишите сегодняшнее число 29 октября. Классная работа. Кто написал? Ручки положили. Идем. Классная. Можно выйти и орфограмму подчеркнуть, чтобы никто не сделал в классе ошибок. Так, Азали, пожалуйста. Выходим? Непроизносимое, наверное. Так. Так, хорошо. Так. А можно эту гласную проверить? Можно октябрь. Хорошо. Классная работа. Удвоенное «с». Спасибо, садись, хорошо, пожалуйста. Громче говори, какая? Центральная классная «е» в первом слоге. Проверяемая, непроверяемая? Проверяемое количество 9. Иди, подчеркни, пожалуйста, быстренько. Так, есть еще замечания, Камила? Условия работы центральная классная «а» в первом слоге. Я подчеркну сама, у тебя ножка болит, да? Поэтому хорошо, спасибо. Так, а сейчас минута красивого письма. Эта буква, мы ее будем вспоминать, согласная. Обозначает эта буква два звука. Она обозначает два звука твердые и мягкие. Эти звуки звонкие, ну как вы думаете? Риза? Это буква «м». Буква какая? Эль, да? Наргиз? Я согласна с Ризой. Не попал в точку. Нужна еще вам информация какая-то, что ли? Динара? Я думаю, это буква «м». М. Буква М может быть, но не попали. Потому что буква «н». Буква Н. Совершенно верно. Посмотрите, пожалуйста. Начинаем писать с крючка. Наклонная линия. Петелька уводим вправо. Петелька наверху. Наклонная палочка. Крючок. И рядом напишите строчную. Пишите в своем темпе, едим за своей осанкой. И подчеркните буквы, которые вам нравятся. Если вам все нравятся, вы можете взять линейку и подчеркнуть все буквы. Написали, головки, поняли, вы 4 класс, дети. Так, а сейчас я напишу вам имя башкирского татарского поэта, нашего земляка. Это будет кто у нас? Назар Наджи. И вы пишите вместе со мной. И напишем фамилию и имя писателя, который написал «Приключения Незнайки». Кто это? Кто это? Трое только знает. Пожалуйста, Ильдар. Николай Носов. Николай Носов. Написали. Кто написал, ручки положили, чтобы я видела, что вы совершили работу. Подчеркните те буквы, которые вам нравятся сами. Так. Ребята, кто готов, уже глазки поднимите.
А сейчас мы проверим с вами. Совершили? Если пишете очень медленно, то второго имя, фамилию второго писать вы можете не писать. Но должны успеть 4 класс. Итак, сейчас мы с вами проверяем домашнее задание. Какое оно было? Пожалуйста, первое задание какое было? Написать сочинение. А необходимый уровень? Так, садись. Алсу. А необходимый уровень это будет связной текст, что я знаю о сложных предложениях. Хорошо. Сейчас вы работаете в парах, вы должны уметь показать работу в парах. Каждый из вас, я вам разрешаю читать по тем листочкам, по которым вы подготовились. Вам надо будет оценить работу товарища. Полголоса. Пускай включают кукушки и соловьи поют. Ничего не покроет, солнце не блестит. Я смотрю, первый ряд готов, второй ряд готов. Завершаем третий ряд, да? Успели? Алсу? Успели, хорошо. А сейчас кто хочет выйти сюда и рассказать нам? Донести до нас свой рассказ по теме, так, сложные предложения. А Зарю мы уже слушали. Пожалуйста, Тимур. Вы будьте внимательны, вы учителя, вы будете оценивать его. Сложное предложение называется предложение, в котором имеет больше грамматических основ. К примеру, дедушка сидел, Вова сел к нему. Сложное предложение отличается от простого тем, что у сложного имеет больше грамматических основ, а у простого одна грамматическая основа. Дедушка сидел, Вова сел к нему. Петя бежал по улице. Части сложного предложения могут быть связаны с помощью союза «а», «но». Учитель объясняет, а дети слушают. Мальчики играют в города, но забыли машинки. У союзов общее, что в сложном предложении перед ними стоит запятая. Различается тем, что и соединительный союз «а», «но» противительный без союза. Запятая в сложном предложении ставится всегда. Ее роль – это разделять грамматические основы. Катя убегала, Сережа догонял. Перед союзами «а», «но» ставится всегда запятая. А перед «и» в сложном предложении, и когда он повторяется 2 раза. Учитель объясняет, а дети слушают. Так. Вот давай мы тебя сначала самого спросим, потому что когда тебе уже сказали кто-то, да, что хорошо, а что плохо, наверное, уже не так будет твоя самооценка. Сколько ты себе поставишь? А почему? Так, ну... Так, считаешь, в конце пример неправильно написал. Ребята, а как вы считаете, как он подготовил домашние задания? Так, пожалуйста, Альберт. 4. А почему 4? Потому что он последний пример привел неправильно. А почему неправильно? Или я прослушала? Я там сказала, что конечно, учитель объясняет, а дети слушают. Я не сказала, что последний пример. Громче говори, тебя все должны слышать. Объясняет, а дети слушают. Я просто правильно сделал, а и забыл привести пример. А, то есть 2 примера должны быть. Но честно сказать, я тебе вот от души, когда слушала, 5 поставила. Поэтому, я думаю, ты заслужил 5, молодец. Ребята, а какую новую вы слышали? Мы об этом, честно вам скажу, на уроке не говорили никогда. Алсу. Ну, слышали о том, что «а», «до» противительные союзы. Вот про это мы никогда не говорили. Вы согласны со мной? Давайте ему поаплодируем. А теперь сочинение хочется услышать. Уже, так, кто хочет прочитать? 4 только хотят. Ну, пожалуйста, я хочу Динару послушать. Как Динара? Можешь несколько говорить? А ну, выйди вообще сюда. Все равно будут поглядываться сзади. Осень. Мы все нетерпением ждали осень, и она наконец-то пришла.
Листья пожелтели и упали, начались проливные дожди, воздух стал холоднее, а некоторыми днями шел снег. Кто-то может подумать, что осень – это скучное и неинтересное время года. Однако в осени есть много красоты. Осенью зимующие птицы нередко прилетают в города в поисках пищи, и люди могут за ними наблюдать. Осенью очень интересно ходить в лес за ягодами и грибами, а можно собрать урожай со своего огорода. Первый день осени начинается учебный год в школах. Для первоклассников это особый день. Они вступают в школьную жизнь. А также в это время года был основан наш город Дюртюли. В этом году ему исполняется 25 лет. Именно за эти праздники и изменения в природе я очень люблю осень. Пожалуйста, Динар, ты себе сколько, вот как ты оценишь? Не обязательно вот оценку ставить, да? А можно сказать, понравилось тебе твое сочинение, пожалуйста. Мне понравилось. Понравилось. На оценку какую поставишь? Наверное, 4. Почему? Потому что повторяется слово осень. Так, осень повторяется. Но если не подряд, то это допустимо. Так, пожалуйста, вы как оцените? Что вы скажете? Одна УСУ оценивает, остальные гости или ноль? Что? На 5. Ну, ошибки я посмотрю, я проверю. Так, Риза, ты что скажешь? Ну, Алсу? Я думаю, что Динаре можно поставить 5, то была одна маленькая неточность. Она сказала, что этой осенью исполняется 25 лет. Я сказала, очень любят эти праздники, а ведь не всегда исполняется 25 лет. Но день рождения города мы можем отмечать каждый год. Это же не обязательно. Что вы свои только юбилеи отмечаете? Нет, наверное, каждый свой день рождения дома накрываете стол, собираете даже одноклассников, я знаю, поэтому это, наверное, не неточность. Давайте мы ей тоже от души поаплодируем. Остальные сочинения я соберу, прочитаю ваши, да, рассказы, оценю всех вас, но сегодня у нас на остальное не хватит времени. Поэтому спасибо вам всем за труд, что вы потрудились. И вот, чтобы сразу не упустить, не забудьте потом оценить себя и одноклассника своего, хорошо? Так, ну что ж, хорошо. Мы с вами на последних уроках все время говорили о чем, над чем мы работали. Эрика, можешь нам сказать? Не можешь сказать? Ну что ты? Кто сможет, Азат? На прошлых уроках мы работали над сложными предложениями. Над сложными предложениями. Алсу, ты как ответишь? Уроках мы работали над разделом синтаксис. Так. Хорошо. А теперь посмотрите, пожалуйста, на экран. Наш герой предлагает вот такую тему урока. Вы согласны или нет? Прочитайте, всем видно? Прочитайте, наверное, пожалуйста. Искандер, прочитай. Хорошие ребята, тема нашего урока предложения. Не дороже, там курсивом написали, конечно. Инна, прочитай громко. Дорогие ребята, тема нашего урока предложения. Так. Что скажете? Согласны, Риза? Я не согласен, Почему? потому что после обращения ставится запятая. Так. Все? Молодец. Алия? Еще в конце надо поставить восклицательный знак. А почему восклицательный? Ну, говори, если ты думаешь так, это же не обязательно. Если я спрашиваю, почему, это же не значит, что неправильно. Ну? Тимур? Я думаю, потому что радостно получилось. Радостные, хорошо. Так, кто еще? Какой знак другой? Можете поставить здесь, Ильдар? Я думаю, точку. Можно точку поставить. Посмотрите, какие знаки надо было здесь поставить. А? Еще можно было поставить вопросительные знаки. Молодец. И тогда мы бы могли ответить. Вот, наверное, твоя подсказка, жаль, я сама не подумала об этом. Давайте мы конкретизируем или дадим ответ нашему герою. Он говорит: дорогие ребята, тема нашего урока — предложение. А теперь ты прочитай свои интонации, если там вопросительный знак будет. Дорогие ребята, тема нашего урока предложения. Ответьте, пожалуйста. Эрика. Тема нашего урока предложения. Согласна.
Согласна, хорошо. А кто конкретизирует? Это в первом классе можно было такую тему поставить? Ну что, 2 человека всего, остальные в гости пришли. А? Ребята, ну? Алсу? Я думаю, я не согласна. Это раздел синтаксис. Ну тему-то надо поставить. Вот синтаксис, он огромный. Вы в старших классах вообще удивляться будете, что это такое. Так много всего, да? Я думаю, что если конкретизировать, то тема нашего урока сложные предложения. Сложные предложения. А еще, если точнее сказать, Ильдар. Сложные и простые предложения. Хорошо, и еще точнее. В сложных предложениях непременно что мы должны ставить? Союзы. Много сложных предложений. Хорошо, молодцы. Ну, еще? И грамматические основы. Грамматические. Алсу, прошу тебя. Запятые в сложном и Молодцы. простом предложении. Запятая в сложном предложении. Хорошо. А сейчас вы поработаете у меня по группам. Я вам раздам. Вот, повернитесь, пожалуйста, ладно? Раз уж столы не поставили, ребята. Работаем, запятаем для того, кто будет писать. Буду смотреть на... Давай, Искин, ты нормально говоришь. Давай, Арсик, он хорошо стихи открывает. У меня память хорошая. Не говори. Вот память хорошая. Ребята отвечали учителю. Если один человек от группы встает и ищет, вот в классе должны быть эти разделы языка, ребята. Посмотрите. Оглянитесь, посмотрите. Кто нашел, подходит, берет, чтобы отвечающий шел уже так. Мальчики вышли, да? Так, берете, прикрепляете к доске, магнитики, оказывается, тут были, я пожалуйста, первая группа. В каком разделе, Громче говорим. в каком разделе языка эти слова являются ключевыми? Безударные гласные, парные согласные, пробел, произносимые согласные, разделительные, твердый и мягкий знак. Мы написали орфографию. Они нашли табличку, да, в классе? Ребята, оглянитесь, пожалуйста, покажите, кто нашел. Прямо можно рукой показывать. Я думаю, сегодня вот просто ладошкой раскройте, пальцем нельзя показывать. А так можно показать. Все увидели орфографию? Хорошо, пожалуйста. Ребята, вторую часть потом мы сейчас проведем. В каком разделе языка эти слова являются ключевыми? Подлежащие, сказуемые, второстепенные члены, однородные члены, однородные члены предложения, восклицательные предложения, побудительные предложения. Наша группа думает, что это раздел синтаксис. Синтаксис, о котором так часто говорила Алсу. Не нашли, что ли? Оглянитесь, посмотрите. Ну, нашли. Хорошо. Так. В каком разделе языка эти слова являются ключевыми? Глагол, местоимение, или существительное, или прилагательное наречие. Мы написали морфологию. Морфология. Ну что ж, поищите. Я думала, вы долго будете искать, ребята. Дайте мне сюда, пожалуйста. Правильно? Если вы неправильно, вы сразу хлопните в ладоши или руку поднимите. В каком разделе языка эти слова являются ключевыми? Суффикс, приставка, окончание, законы, корень, основа. Мы написали, наша группа написала орфография. Еще раз, пожалуйста. Или я прослушала. В Давайте. каком разделе языка эти слова являются ключевыми? Суффикс, приставка, окончание, законы, корень, основа. Наша группа написала орфографию.
чем скажут ребята эти слова? Будь, пожалуйста, суфлером. Суффикс, приставка. 3-4. Суффикс, приставка, окончание, Основа, корень. корень и слово забыли законы. Вот, наверное, смутило вас слово законы, да? А вы считаете, в русском языке нет законов? Это наши правила. Ильдар? Я думаю, это слово образование. Слово образование. Найдите карточку слова образования. Хорошо. Какая у нас буква была? 4-я. В каком разделе языка эти слова являются ключевыми? Звуки, ударения, слоги. Наша группа решила, что это фонетика. Фонетика. Ну, рук нет, согласны, да? Да. В каком разделе языка эти слова являются ключевыми? Запятая, многоточие, точка, восклицательные и вопросительные. Наша группа решила, что это пунктуация. Пунктуация. Поищите. Не вижу. Графику вижу. А там есть. Я уже честно сказала. Так, спасибо, благодарю. Так, все. Теперь, ребята, вторая часть. На слух ее, возможно, не так просто. Но вы должны быть внимательны. Громко читаем задание. Составьте предложение по схеме. Мы написали предложение. Ученик пишет, а учительница диктует. Так. Сложное было предложение? Сложное с союзом, так. Составьте предложение о родном городе. В нашем городе есть все для прекрасной жизни. Вы согласны? Да. Так. А можно было еще какое предложение составить? Нашему городу 25 лет. Нет, просто это предложение какое, Риза? Сложное, простое? Простое. А вам сказали просто составить предложение. То есть вы могли даже 2 предложения составить, сложное и простое. Хорошо. Азат? Составь предложение по схеме. Мы написали. Мама купила вазу, мальчик разбил ее. Какое предложение должно было быть? Сложное. Составь предложение о своем классе по схеме. Девочки читали, но мальчики писали. Составьте сложное предложение. Ребята отвечали, а учительница радовалась. Составь предложение о будущем родного города. В будущем нашего города будет много молодежных центров и парков. Еще раз, пожалуйста. В будущем нашего города будет много молодежных центров и парков. Да. Как? Нужна здесь немножко корректировка, отредактировать это предложение. Как вы считаете, Ильнур? Пожалуйста. В нашем будущем городе будет много парков. Кто по-другому думает? У кого может... Алсу? Корректировка. Не нужна корректировка. Так. Ну, честно сказать, ребята, я думаю, немножко, наверное, нужна все-таки. Так. Хотя, смотря как, с какой интонацией прочитаете. В будущем в нашем городе можно было составить предложение, да? Будет много молодежных центров и парков. Садитесь, благодарю за труд. Садитесь, ребята. А сейчас встали.
голубая, другая у вас белая. Достаньте, пожалуйста, эти две карточки. Быстрее, пожалуйста. Так. Ребята, извините, пожалуйста, отложите эти карточки. Мы одно задание пропустили с вами. Нужно записать в тетрадях, составить предложение по схеме. Пожалуйста, на доске схема. Посмотрите на нее. Не на доске, а на слайде. Пожалуйста, какое предложение мы можем записать? Мы можем записать те предложения, которые вы уже услышали. Любое. Алсу? Мальчик читал, девочка пела. Хорошо. Подходит к схеме? Да. Есть другие предложения? Аделя? Я делала уроки, мама готовила кушать. Молодец. Мама готовила кушать. Ужин можно и ну. Мальчик заигрался, мама ругалась. Мама ругалась. Бывает такое, да? Да. Ну иди напиши свое предложение на доске, а вы у себя в тетради. Пишем. Каждый может свое предложение писать. Находим грамматическую основу. Разбираем предложение. Синтаксический разбор предложения. Полный. Только что вы не будете делать, Алсу? Я думала, вы не будете писать схему, потому что она есть на слайде. Совершенно верно. Характеристику давай. Чего себе? Пожалуйста. Мальчик. Это подлежащее нормам существительное. Мальчик что делает? Заигрался. Это сказуемое мальчик на баллон. Так. Это подлежащее нормам существительное. Хорошо. И скажи, пожалуйста, устно только дай характеристику, только в доски ставь красиво, правильно. Повернись к лицу детям, дай характеристику. Это предложение повествовательное, невосклицательное, сложное, Нераспространенное. Так, согласны с Ильнуром, Алия? Я думаю, что нет. Сложное предложение мы не говорим. Оно Распространенное или нераспространенное. А так в остальном молодец, садись 4, да? Ну, кто-то уже успел написать, не ждал, сидел. Не сидел, ждал, да? Почему? Потому что он не сказал. Это предложение по цели высказывания. Хорошо, садись. Можно и так говорить, Алия, теперь уже вы все это запомнили, поэтому можно. Так, сейчас тетради закрыли, взяли те карточки, о которых я вам говорила. Глазки подняли, нашли все. Жду. Это обе карточки. Итак, задание вам. Вот вам задание. Они у вас в голубых карточках, да? Взяли карточки. Так. И задание смотрим. Задание нам читает Эрика. Пожалуйста, первое задание. Необходимо поставить опущенные буквы. Повышенный уровень. Отредактируй текст, используя слова. Он самец малыша. Максимальный уровень. Составьте из двух простых предложений одно сложное. Так, но не выполнив необходимый уровень, мы сможем максимальные задания выполнить? Нет, ребята, поэтому вы выполняете то, что вы с первого шага и сколько вы успели.
Смотрите, работаем. Сразу прямо вставляем буквы в этих карточках. То есть вы сейчас корректоры, да? А потом надо будет отредактировать текст. И листочки не забудьте подписать. Если есть вопросы, поднимайте руки. Мне так нравится, как Искандер сидит акцент. Айдар. Азали молодец, как всегда. Умничка. Да, зачеркивайте прямо в тексте. Исправляйте, редактируйте. Куда писать максимально нужно? Не забудьте подписать листочки. Ребята, закругляемся, завершаем работу. Доведите. Первый уровень, я думаю, все выполнили. Подпишите, не забудьте подписать листочки, оба листочка. Время. Нет, нет. Если у тебя есть время, ты можешь это сделать. Но если нет, то значит не задерживаешь нас. Покажите мне вашу готовность работать. Завершаем, ребята. Так. Нет, ручки-то не надо ставить на локоток. Я же не диктую вам дистанцию. Просто положите две карточки вместе и покажите мне, что вы завершили работу. Так. Не забудьте подписать листочки. Все. Передаем с последней парты на переднюю эти два листочка. Раз, два, 2,5, 2 с четвертью. Сейчас возьмите, пожалуйста, спасибо, свои большие листы, где находится тест. Вот мы с вами вспомнили, выполняя такие задания разные, вспомнили, какие правила, по какой теме мы все закрепили. Ребята, какую тему урока, Алсу? Мы закрепили тему урока предложения. Сложное предложение. А еще, если точнее, зачитали сложное предложение. Сейчас вы покажете, выполняя этот тест, какие у вас теоретические знания остались в голове, которые вы можете использовать. Подпишите, пожалуйста, в тесте. О каком падеже? Можете именительным написать просто. Можете в родительном. Все, выполняйте. Пример. Читайте и выполняйте. Вопросы несложные. То, что вы знаете. Ничего. Просто надо быть внимательным. Третье задание. Какие члены предложения могут быть обнаружены? Тут можно несколько выбирать? Нет. Вот я не знаю. Поэтому читайте внимательно.
Так, я все пока не выполню, я эти листочки пока собирать не буду. Сделай так, как считаешь нужно. Но мне кажется, там может быть только один единственный ответ. Уловка, на крючок не попадитесь. Мы разве такое проходили когда-либо? Ну вот и смешно. Так. Поменялись. Завершили работу. Все, надеюсь, завершили. Поменялись своими листочками. Взаимопроверка. Так. Алсу. Руки на локоток поставили, ручки взяли в руки. Ребята, глазками посмотрели сюда. Так, Лиза, мы будем вместе проверять, но вы будете проверять работу соседа, одноклассника. Поэтому спорить, сидеть не стоит. Вы сейчас узнаете все правильные ответы. Читай, пожалуйста, Тимур Султанов, первое задание. Каких предложений не бывает? Что вы выбрали? Однородных. Это верный ответ. Шагаем дальше. Второе задание читает Руслан Сервединов. Сложное предложение состоит из нескольких грамматических основ. Это верный ответ? Да. Верный. Шагаем дальше. Следующее, третье задание. Альберт, пожалуйста. Какие члены предложения могут быть однородными? Любые. Так, я пишу. Еще раз, пожалуйста. Какими членами предложения могут быть однородными? Внимательно читай, пожалуйста. Какие члены предложения могут быть однородными? Любые. Любые. Да. Я думаю, что второстепенные. Второстепенные. Так, пожалуйста. Только второстепенные. Не согласен. Главные. То есть ты выбрал какие ответы? Я выбрал любые. Любые. Кто по-другому выполнил это задание? Я выполнил главные и второстепенные. Так, ну что, ребята, сочтем это за правильный ответ, если он выделил два? Да. В предложениях бывают какие члены? Главные и второстепенные члены. И если Реза выбрал два ответа в этом пункте теста, наверное, можно сосчитать за правильный ответ. Но если вы выбрали любые, это более точный ответ. Хотя, как бы являются, взаимозаменяющими, да? Так, следующий вопрос. Пожалуйста, Ирина. Когда перед союзом «и» ставится запятая. Я думаю, что если он соединяет части сложного предложения. Есть другие ответы? Наргиз? Так. Так, все. Теперь слушайте меня внимательно. Если нет ни одной ошибки, кстати, у кого нет ни одной ошибки, пожалуйста. Так. Да? Это уже ошибка. Если ты не увидел главное, то это уже ошибка. Садитесь, ставите пятерочки себе. Есть у кого одна ошибка? Встаньте, пожалуйста. Садитесь, четверки. Ну, я думаю, более двух ошибок есть у кого-либо ошибки? Нет. Хорошо. А сейчас, ребята, отложили тесты, все отложили тесты. И я хочу, чтобы вы выполнили самооценку дневника у себя. Оценку соседа, то есть это надо будет поменяться вам быстренько дневниками, да? Можно в виде смайлика, можно в виде оценки. А моя оценка будет уже потом
у вас стоять. Но я думаю, мы за урок Динаре за сочинение 5 поставили, за домашнее задание, да? Тимуру Валееву. Ильнур получил у нас 4. Ну вот здесь, ребята, у него ошибка, да, немножко речевая ошибка. Поругала, поэтому мама поругала. 4 поставим. Так. Алсу за активное участие на уроке тоже 5, резерв 5, остальные получите за свои тесты. А сейчас, кто считает, что ему работать на уроке было легко и интересно, встаньте, пожалуйста. Всем легко и интересно? Так, ну, пожалуй, мой тогда второй вопрос. Наверное, и не нужен. А если садитесь, а если честно, если бы эссе не было, кому все-таки было интересно, возможно, но встретились трудности? Трудно было. Интересно, но трудно. Да? Ты немного волновался. Ну вот здесь спрашивают, конечно же, все волнуются при гостях, да? Даже дома, когда встречаешь себя, а мы где-то в чужих стенах, поэтому ребята говорят, что дома и стены помогают, да? Ну, кому, садитесь, благодарю за честность, за откровенность. Кому было трудно и нужна помощь, но он верит, что у него все получится в будущем. Есть такие? Ну, хорошо. Спасибо. А сейчас мы с вами записываем домашние задания. Значит, работать надо будет так. Необходимый уровень. Вы выбираете сразу, хорошо себе? Записываете то, что вы считаете нужным. Страница 81, упражнение 4. Сейчас мы откроем, посмотрим. Повышенный уровень – это составить, я кратко напишу, хорошо? 3-4 предложения, любые предложения, сами будете определять, оно сложное, простое, и схему к ним. Так, и максимальный уровень я вам даю написать сочинение. Короткое сочинение, ребята, как бы мини-сочинение на тему урок в гостях, ваши впечатления. Или просто можете озаглавить его «Наш урок русского языка». Можете просто урок русского языка. Так, а сейчас кто выбрал для себя, уже выбрал домашнее задание? Первый уровень кто выбрал? Встаньте. Ильнур выбрал. Ну что ж. Ты страницу 76 открой, ой, 81. И упражнение нашел? Вот, ты его нашел? Так, теперь кто выбрал повышенный уровень? Встаньте. Садитесь, спасибо. И кто выбрал максимальный уровень, кто сочинение будет писать? Садитесь. Спасибо. Ребята, я надеюсь, я услышу такие же хорошие сочинения завтра, как и у Динары сегодня мы Динарина сочинение услышали. Я благодарю вас всех за труд. Спасибо. Ну, давайте еще расскажем, над чем мы сегодня работали. Алсу? Мы сегодня работали над постановкой запятой сложных предложений. Сложном предложении, но не определяя сложное, можем ли мы, сложное оно или простое, можем ли мы решить прийти к какому-то решению. Динара. Я думаю, мы не можем. Поэтому мы должны знать, что хорошо. И простое предложение, да, и сложное. А теперь вопрос вам последний. Как вы считаете, какой раздел русского языка самый главный? Альберт? Я думаю, что все. То, что все. Разве так говорят? Ну, Алия? я думаю, что все разделы нам нужны. Хорошо, садитесь. Да? Я думаю, те разделы нам нужны, потому что
Синтаксис его же будет изучать без орфографии, чтобы проверять, как вы написали, без фонетики, чтобы проверять орфографическое написание, без морфологии, чтобы проверять, и без пунктуации, чтобы правильно ставить, чтобы была правильная расстановка запятых. Спасибо, благодарю. Ну что, тихонечко урок наш окончен. Собирайтесь со стола вещи, предметы свои, все уложите.